В эфире «Актуальное интервью», в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. В последние годы все чаще назначают наказания, не связанные с изоляцией осужденных от общества. Самое новое из подобных уголовных наказаний – принудительные работы. О том, что это за наказание и кому оно назначается, расскажет гость студии Тимур Никифоров, старший помощник прокурора Республики Саха-Якутия по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях. Тимур Аркадьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что из себя представляет этот относительно новый вид уголовного наказания принудительной работы? В соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации, принудительные работы являются альтернативой лишению свободы, назначаются на срок от 2 месяцев до 5 лет и заключаются в привлечении, к обязательному привлечению к труду осужденных в местах и на работах, определяемых органом уголовно-исполнительной системы, с учетом пола, возраста, состояния здоровья, наличия специальности. При этом осужденный не вправе отказаться от предложенной ему работы, и из его заработной платы производится удержание в доход государства в соответствии с приговором суда в размере от 5 до 20%. А за какие преступления могут как раз-таки назначаться вот эти принудительные работы? И есть ли какие-то категории лиц, которым этот вид наказания назначить нельзя? Принудительные работы назначаются за совершение преступлений, которые относятся к категории небольшой либо средней тяжести, а также за тяжкие преступления, но совершенные впервые. То есть, если лицо ранее уже привлекалось к уголовной ответственности, то данный вид наказания к нему уже применяться не может при совершении им тяжкого преступления. И с учетом того, что все-таки это наказание связано с обязательным трудом, то, соответственно, данное наказание не применяется к лицам несовершеннолетним, инвалидам 1 и 2 группы, женщинам с детьми до 3 лет, беременным женщинам, а также лицам, которые достигли уже пенсионного возраста. Вы упомянули, уже рассказали нам, что лицам, которые средние преступления совершили, могут такие работы присуждаться. На какой срок? Так, срок этот установлен законодателем от 2 месяцев до 5 лет. Но если данный вид наказания заменен с лишения свободы, этот срок может быть и больше, в принципе, больше 5 лет. А что значит с лишением свободы? Можете ли вы пояснить? Да, то есть у нас предусмотрен законом такой порядок, если лицо, например, осуждено к лишению свободы и находится в местах, в исправительных колониях, то при условии прохождения определенного срока для принудительных работ это половина срока отбытия наказания. При условии, конечно же, хорошего поведения, положительного отношения к труду, к обучению, при условии погашения каких-то исковых обязательств, данному лицу может быть заменено лишение свободы на принудительные работы. Для этого необходимо подать ходатайство в суд этому лицу, либо его законному представителю, либо администрация исправительного учреждения сама может обратиться в суд в отношении каких-то вот таких положительных характеризующихся лиц. А где отбываются принудительные работы и каков вообще в целом порядок проживания там осужденных? Данный вид наказания отбывается в специальных учреждениях, они называются исправительные центры. В этих исправительных центрах осужденные находятся под надзором сотрудников уголовно-исполнительной системы. Они обязаны исполнять правила внутреннего распорядка, работать в тех местах, которые определены администрацией данного исправительного центра. При этом они не имеют права покидать территорию общежития в нерабочее время, в праздничные выходные дни. И на период отпуска их могут отпустить, да, при условии, если они положительно характеризуются. Также, если прошло более 1/3 срока наказания, в отношении, опять же, положительно характеризующихся осужденных, которые не допускали нарушения правил внутреннего распорядка, администрация может принять решение о проживании удаленном семьей на арендованной жилой площади, либо которая находится в их собственности, во владении. А что насчет непосредственно работы? Где осужденные к принудительным работам могут себя реализовать? Как правило, это все-таки неквалифицированный труд. То есть в основном заинтересованность в привлечении таких лиц выражает предприятия в сфере ЖКХ, лесозаготовка.
если касается женщин, то это продавцы, либо кондукторы в общественном транспорте, да. Ну, то есть, но в принципе законодатель, он не предусматривает ограничений по специальности, то есть если у человека есть специальность, и в принципе работодатель изъявил желание привлечь такого осужденного к труду, при условии наличия согласия и соглашения между исправцентром и организацией, он может работать даже, например, юристом. Такой случай был в Ленске, где вот у нас как раз единственное место есть для отбывания наказания. Кстати, как раз хотелось у вас спросить, есть ли у нас такое учреждение, и то есть оно у нас на республике только одно находится? Да. Пока оно только одно, находится оно в городе Ленске и начало функционировать с 2019 года, с 1 января. Было построено на базе бывшей исправительной колонии номер 8, которая была годом ранее ликвидирована. Лимит учреждения составляет 100 человек, 90 мужчин, 10 женщин. Вот, осужденные там проживают на территории этого исправительного центра, работают. Администрация исправцентра заключила там около 40 соглашений с организациями различных форм собственности по привлечению к труду вот этих осужденных. В принципе, со стороны вот этих организаций нареканий каких-то, поначалу была, конечно, некая, скажем так, настороженность, да, уже прошло сколько лет, 3 года, и такие осужденные пользуются спросом на рынке труда в Ленском районе, в городе Ленске. А что показала практика? Может быть, были случаи, когда осужденные нарушали правила? Да, к сожалению, такая проблема есть, особенно она была характерна для первого периода, то есть не совсем все понимали, что это за наказание, в чем оно заключается, и допускали нарушения. Как правило, была связана банальная вещь, употребление спиртных напитков, а данный проступок считается злостным, и осужденный сразу признается злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания. Администрация выходит в суд с представлением о замене принудительных работ лишением свободы, и в 100% случаях это представление удовлетворяется, и суд меняет принудительную работу на лишение свободы, и, соответственно, осужденный уже отправляется для реального отбытия в исправительные колонии нашей республики. А есть ли в планах сделать еще одно такое учреждение, не только в Ленском районе, но где-то еще по республике? Да, вот вы как раз правильно отметили, это одна из тоже проблем, что учреждение одно, лимит наполнения такой уж и большой. Поэтому прокуратура республики совместно с управлением СИН по республике, совместно с органами госвласти принимаются меры по расширению применения данного вида наказания. И в настоящее время уже проводятся подготовительные работы к обустройству общежития на территории города Якутска. То есть у нас здесь будет свой исправительный центр. Также рассматривается возможность создания исправцентра на базе предприятия, которые в городе Нерюнгеле находятся, которые выразили желание как раз привлечения к труду такого рода осужденных. Тимур Аркадьевич, вы в самом первом вопросе в моем ответили и рассказали про средние тяжести преступления, что как раз-таки категория, которая нарушает вот эти вот преступления, может претендовать на принудительные работы. Приведите пример, пожалуйста, что это за преступление? Преступление небольшой средней тяжести. Это побои, нанесение легкого вреда здоровью, кража без квалифицирующих признаков, хулиганство, такие общие преступления, общеуголовные, которые не относятся законодатели, которые к общественно опасным, скажем так, сильно опасным. Но также вы уточнили, что если, например, человек совершил преступление в тяжком виде, то он тоже может претендовать, если первый раз. Тяжкое преступление, если впервые он привлекается. А если вот средней тяжести, например, уже был рецидив 2 или 3 раза, может ли? Как правило, все-таки практика показывает то, что для таких лиц, если при наличии тем более рецидива, то есть он ранее уже привлекался к уголовной ответственности, ему назначалось наказание, если не связано с лишением свободы, то при повторном совершении суды назначают все-таки уже лишение свободы реально. А кто все-таки должен заниматься вот этим вопросом? Сам заключенный должен подавать какие-то документы в суд и просить ему заменить меру пресечения на исправительные работы? Или же его родственники? Нет, если это касается лиц, которые уже отбывают наказание в местах лишения свободы, да, конечно же, сам осужденный, либо его представитель, законный адвокат, пишет ходатайство в суд. Если он считает, что, во-первых, должен пройти срок, половина срока он должен отбыть. Во-вторых, и самое главное, такой человек должен обязательно положительно характеризоваться администрацией колонии. Должны приниматься им меры по погашению исковой задолженности. Он
должен хорошо относиться к обучению труду, то есть трудиться уже в исправительном учреждении и пройти обучение там, по различным специальностям, которые предлагаются органами УИС. Если есть у нас в республике проблема как раз с местами, где могут исправительные работы организовать, то можно ли создать исправительные центры непосредственно на предприятиях? Да, вот как раз, как я уже сказал, то, что одна из возможностей, которые сейчас рассматриваются, это создание участка исправительного центра на базе предприятия в Нерюнгринском районе. Законодатель предусмотрел и в 2020 году ввел такое положение Уголовно-исполнительный кодекс, согласно которому вот как раз на базе предприятий различных форм собственности, на базе их имущества, общежития могут создаваться участки исправительных центров. Единственное условие то, что должно находиться в пределах субъекта Российской Федерации, в котором отбывается этот вид наказания. А какие имеются преимущества использования труда осужденных к принудительным работам для предприятий и что для этого нужно сделать? Так, преимущества, они лежат на поверхности. Во-первых, это труд обязательный для осужденного, то есть он не может отказаться от него. Это является нарушением условий и порядка отбывания наказания. Соответственно, исправительный центр следит за сменяемостью, то есть в случае, например, если у человека там закончился срок, на его место сразу приходит другой. Предприятию не обязательно заключать трудовые соглашения с каждым работником отдельно, достаточно заключить соглашение с исправительным центром. Также немаловажный фактор – это более сниженный фонд оплаты труда, то есть для таких осужденных предусмотрена зарплата не менее МРОТ, она всегда ниже рыночной, скажем так, чем для лиц, которые находятся на свободе. Дисциплина, опять же, то есть сотрудники исправительного центра следят за дисциплиной, не допускают употребления алкогольных напитков. Это для категории лиц, которые связаны с низкоквалифицированным трудом, это такая существенный плюс, скажем так. Потому что бывает же, когда получили зарплату и все потерялись, здесь этот момент, скажем так, исключен. Что нужно сделать для того, чтобы попытаться заполучить, скажем так, участок исправительного центра на своей территории? Прежде всего, необходимо обратиться в управление ФСИН по республике Саха-Якутия с инициативой, заключить предварительное соглашение о намерениях. Желательно, конечно, чтобы было здание, то есть общежитие, на территории которого можно будет как раз оборудовать участок исправительного центра. Тимур Аркадьевич, спасибо вам большое, что пришли, ответили на все наши вопросы, поделились полезной информацией. Благодарю вас. Спасибо. Спасибо. Я напомню, что вы смотрели актуальное интервью. Всего доброго.